Мы рады вас приветствовать в нашей студии, рады вас видеть. Первый вопрос будет касаться вашего дела о попытке насильственного захвата власти. Расскажите, пожалуйста, на какой стадии это уголовное дело и что сейчас с ним происходит? Ну, уголовное дело на стадии следствия. По-моему, оно сейчас временно приостановлено. Пока никаких следственных действий нет. По этому же делу проходил Өмурбек Бабанов. Его соратники, его сопартийцы говорят о том, что он скоро вернется. И говорили ли вы об этом с ним? О том, что конкретно он вернется или не вернется, мы не разговаривали, но, по-моему, еще в январе, когда был разговор, он говорил, что вернется, но не говорил, когда, насколько это будет скоро или быстро. А вообще он, да, говорил о том, что он хотел бы вернуться в Кыргызстан. Вы с ним, у вас есть такой продолжительный политический путь, связывающий вас с Бабановым. Расскажите, как вы с ним познакомились, как вас связала судьба? Я был мэром города Токмок, он был первым вице-премьером. Мы по работе встречались. Помню, на Кокберу. Он приезжал на Кокберу. Он тогда был уже, по-моему, безработный, бизнесменом, после отставки с поста первого вице-премьер-министра. В 2010 году мы с ним создали партию «Республика». В самом начале мы с ним зародили эту идею, и потом уже пригласили других наших ребят, знакомых, единомышленников. И вообще идея создания партии «Республика» изначально мы с ним первые об этом договорились, и потом уже на обсуждение стоит, не стоит, сможем, не сможем, там пригласили других ребят, и, как потом время показало, проект оказался успешным. Когда у нас создают партии, да, в Кыргызстане такая практика, она такая неформальная, об этом не говорится вслух, всегда о чем-то договариваются. Ну, что-то там делят. У вас был какой-то такой определенный договор свой? Нет, такого договора, естественно, не было. Вообще цель была, мы относительно молодые тогда были, амбициозные достаточно, и перед собой целью ставили прийти и повлиять на процессы, которые происходят у нас в стране. Как кто-то из великих сказал, политика — это любовь к родине. И политикой, я думаю, не занимается или абсолютно безразличен только тот человек, которому безразлична вообще судьба страны. А что произошло между вами и Өмурбеком Бабановым? Какая черная кошка пробежала между вами? Ну, я говорю, мы в то время еще молодые, амбициозные, максималисты. Были трения, Өмурбек, может, как лидер партии хотел там решать все. Мы говорили, почему ты должен все решать. Все должно быть пропорционально решаться. То есть, и это наши какие-то амбиции, наверное, молодость, вспыльчивость. Это все привело к конфликтам. Он не слушал вас? Иногда слушал, иногда нет. Хотел по принципам, наверное, видеть, что в других партиях лидер партии все решает. Хотел это внедрить у нас, но у нас все там сплошь лидеры и сидели, и, естественно, это порождало какие-то конфликтные ситуации. Помните, что как раз эта отставка его в 2012 году, причиной этому стала фотография или видео со скакуном, да, который вы подарили, турецкий бизнесмен. Вы были там, на месте, где снималось это видео, и знаете, как это видео или эта информация попала в руки тех, кто ее потом опубликовал? Нет, когда снималось, естественно, я там не был, и даже не помню, где это снималось видео, что даже на память, что за видео было. Я знаю, что это было связано со скакуном Айландер One. И, естественно, если я не знаю, где это снималось и как снималось, то и куда оно попало, каким путем, естественно, я это не знаю. Перед президентскими выборами 2017 года вы снова сблизились. Что послужило тому причиной? После отставки с поста премьер-министра мы с Бабановым не встречались, не разговаривали.
хотя мы оба были как бы в политике. Я был губернатором Чуйской области. Ну, в последние годы, вот, когда 5-й созыв уже заканчивался, я ушел в губернатора. На выборах мы тоже как бы не пересекались. После того, как мы пришли в парламент, у нас общения абсолютно никакого не было. Абсолютно. И, наверное, года 1,5 мы точно не общались. Хотя сидели там чуть ли не в соседних кабинетах. И были лидерами Когда двух встречались в фракций. коридоре, Мы абсолютно не разговаривали, и общения никакого не было. мимо проходили. Да. Первый раз мы с ним возобновили отношения, когда моя кандидатура рассматривалась на пост Төраға Жогорку Кеңеш. Экс-президент Атамбаев настоял, чтобы мы все-таки нашли общий язык и возобновили, как бы, ну, хотя бы не были друзьями, но хотя бы общались. Потому что и по его настоятельной просьбе мы с ним встретились и поговорили. После этого как бы мы начали общаться. Но не столь близко, но хотя бы как коллеги. Ну, помните, я тоже баллотировался в президенты. Мою кандидатуру не зарегистрировали там по надуманным каким-то основаниям. Естественно, я там не имел ничего против кандидатуры ныне действующего президента Джеймбекова. Но за человека, которого поддержит Атамбаев, я, естественно, не мог там агитировать, там, оказывать содействие в выборах, так как у меня, помните, с Атамбаевым уже были очень жесткие конфликты, конфронтация жесткая пошла. Я его раскритиковал с центральной трибуны Жогорку Кеңеша очень жестко, притом, когда по узурпацию, там, по беспределу в судебной системе, таких, по-моему, такой жесткой критики он до этого, по-моему, не слышал. То есть он до этой критики попросил вас с Бабановым Да. Это было апрель месяц, 2016 год, апрель месяц. А с Атамбаевым мы где-то с августа, в сентябре начали конфликтовать. Он возбудил на меня дело, несмотря на возбужденное уголовное дело. Я его раскритиковал жестко очень с центральной трибуны парламента. Он, естественно, возобновил дальше уголовные дела, там начал по всяким надуманным причинам. И несмотря на отсутствие никаких доказательств, и несмотря на парламентское заключение о том, что эти уголовные дела возбуждены незаконно, вообще постановление парламента, оно имеет законную юридическую силу. Ну, вы знаете, как во времена Атамбаева все уголовные дела шились. И, естественно, у нас был очень серьезный конфликт. И, естественно, я за кандидатуру Атамбаева никак не мог. Это никакой и логики не было бы, и это не соответствовало моим принципам. И раз я уже не мог баллотироваться, меня не зарегистрировали, хотя там по спискам надо было собирать подписи, помните, 30 тысяч. Я с излишком собрал, и причем я знал, что раз я так критиковал Атамбаева, естественно, будет очень жесткий контроль за этими подписями. Мы очень качественно сделали сбор подписей, сдали, но члены комиссии сказали, ничего не можем сделать, жесткое указание, вас мы никак не сможем зарегистрировать, потому что там... потратили? Ну, не так уж, наверное, много. Не так уж. Это предвыборная кампания только начиналась, и это были какие-то только технические вопросы. И потом поступило предложение от Өмүрбека Бабанова. Естественно, он был второй наиболее вероятный кандидат, который имел наибольшие шансы, кроме кандидата от власти. Естественно, как я сказал выше, за кандидатуру Атамбаева никак я не мог, хотя у меня
с кандидатом от власти, с Джеймбеком, были очень хорошие отношения. Мы как губернаторы, коллеги до этого работали. Расскажите подробнее о разговоре с Бабаном, вот как раз когда он вам предлагал сработать с ним. Ну, он, по-моему, я подробности точно не помню, он, по-моему, позвонил или мы встретились. Он сказал, давай вместе пойдем, все-таки что-то, может, поменяем в стране. Там какие-то, наверное, все-таки были условия взаимные. И мы потом ударили по рукам, и я дал согласие, что я его поддержу. И зона ответственности у меня была Чуйская область. Он меня как бы полностью ответственность по Чуйской области он возложил на меня. Даже на собрании, где там он собрал всех координаторов районов по Чуйской области, депутатов парламента, Джордж, конечно, от 6-го созыва, он всем сказал, что вот отныне координатором по Чуйской области будет вот Исаев, и полностью ответственность на него, будете работать с ним. Естественно, когда такая как бы уже ответственность, я уже принялся за работу по Чуйской области. Допустим, там вот с другими кандидатами были условия, что там кто-то займет какой-то пост. У нас абсолютно, я таких условий не выдвинул. Я, главное, там, я буду там спикером, или я буду там премьер-министром, или там первым вице-премьер-министром. Таких вообще условий с моей стороны не было. Я ответственно заявляю, потому что есть живые люди, свидетели. Я, естественно, единственное, то, что, наверное, было решающим фактором, что я дал согласие, сказал, придем команда, и в стране будут какие-то реальные изменения. Я за идею. Давайте перейдем к партии «Кыргызстан». Вы ее создали незадолго до парламентских выборов, и она была такой одной из успешных партий. В чем успех этой партии? Какие секреты успеха этой партии? Какие схемы применялись для того, чтобы выиграть, да, за такой короткий период в выборах и занять столько мандатов? Ну, мы ничего нового не придумали. Как и при создании партии «Республика», здесь собрались самодостаточные, имеющие авторитет на своей малой родине ребята. Это уже в большинстве своем уже состоявшиеся политики. Если там в 2010 году, как я говорил, нам было от 35 до 40 лет, то в 2015 году это нам уже было от 40 до 45, там, до 48 лет. И на тот период уже я имел за плечами опыт губернаторства. Там Муратбеков Ханат был губернатором Нарынской области, вы помните. Азиз Турсунбаев уже на этот период был губернатором, бывшим губернатором Джалабадской области. Все там депутатами, многие из них были там одного-двух созывов, министры. То есть мы уже имели не только опыт государственной службы, опыт политики, но и опыт предвыборной работы. То есть опыт 2010 года, последующие выборы, там местные кеңеши, там городские кеңеши. Это все мы активно в этом всем участвовали, и поэтому нам намного легче было, чем кому-то другому. И мы, естественно, делали акцент на единомышленников, на единую команду. И в основном, кто имеет авторитет, допустим, у себя на малой родине? То есть просто там красивыми словами. А деньги? Красивыми словами, там какими-то пустыми лозунгами. Никогда у себя на малой родине ты поддержку не получишь. То есть для того, чтобы у себя в районе, там, у себя в области тебя поддерживал электорат, у тебя там какие-то должны быть уже за плечами проделанные дела. Какую роль играют деньги в выборах сегодня? Деньги играют, к сожалению, ведущую, наверное, тоже роль. Не самую последнюю, я бы так сказал, роль деньги играют.
Но в нашей партии были, я еще раз повторю, самодостаточные люди. То есть, которые хотя бы свой округ самостоятельно могли профинансировать, а то и 2 округа. Это уже были политики состоявшиеся, зрелые. В 2015 году некоторые эксперты, люди говорят о том, что Темир Сариев поддерживал вашу партию. Такое было? Да, он в начале становления нашей партии действительно нас поддерживал, но потом Какую роль он играл в создании или в усилении позиций партии на тот момент? незначительную, абсолютно Незначительную? незначительную, да. Он предоставил своего кандидата, вот, своего как бы близкого друга кандидатом, как бы, а так абсолютно какого-то там содействия, как действующий на тот период премьер-министр, он не оказал. Партия СДПК, партия власти, естественно, все государственные службы, государственные структуры должны были оказывать содействие партии власти. Шаршембек Абдыкеримов, какую роль он играет в партии Кыргызстан? Он- Играл тогда и играет сегодня. Он играл не самую последнюю роль, он ведущую роль играл, потому что это бизнесмен государственного масштаба, как бы, очень состоятельный человек. Он играл в финансировании партии ведущую роль. Хочу вернуться к Темиру Сариеву. Мгм. Вы говорили о том, что он и тогда какую-то сыграл роль определенную, да, но потом вы тоже его раскритиковали, и он потерял свою должность в результате скандала вокруг дороги Балык-Чикорумду. Мгм. Вы вот такой гроза премьер-министров. Нет, просто у меня есть определенные принципы в жизни, и несмотря на то, что у нас какие-то отношения близкие, если мы видим, что нарушается законодательство, то мы это один раз, второй раз говорим устно, предупреждаем. Если человек не выправляет свою позицию, то приходится это уже публично критиковать. И, естественно, если правонарушения или какие-то нарушения имеют серьезный характер, то, естественно, приходится за это платить. Что он тогда говорил вам лично? Обижался? Да нет, у нас и с Темиром Сариевым, в принципе, То есть вы продолжали сегодня общаться? нормальные отношения, Отлично. да. Вы сказали, что деньги, к сожалению, играют большую роль на выборах. Не последнюю. Не последнюю роль. Как вы считаете себя богатым человеком? Я себя считаю, богатство вообще измеряется не в деньгах, богатство. Ну, Богатство- давайте измерять в деньгах. Не, если в денежном выражении, то я достаточно обеспеченный человек. Мгм. Как вы накопили свое богатство? У меня так получилось, что и отец, и дед, и прадед очень увлекались лошадьми. Очень увлекались лошадьми. И я говорю, это получается, я дальше точно не знаю, но вот мой отец в молодости, он сам участвовал в скачках, участвовал в Кокбыру, был таким в округе очень знаменитым улахчи, отец. Дед был, он уже, у него, наверное, уровень был намного выше, он был уже знаменитым улахчи, наверное, и Эренгиш участвовал, это полностью на севере республики. Это Талас, я не знаю, но Чуй, Нарын, Иссык-Кульская область, точно его очень многие знали. Дедушку звали Иса, прадеда звали Турумбек моего, он тоже был очень таким влиятельным он политиком, он был булушем, но и в то же время он очень увлекался лошадьми. У него, допустим, были отдельные скакуны, допустим, один из скакунов Торчинак его звали, он был знаменитость тоже на всю почти страну. Постоянно занимал ведущие места на скачках. И любовь к лошадям, вот это, наверное, в генах мне все-таки передалось. И с самого раннего детства я очень увлекаюсь лошадьми. У меня бизнес выстроен на производстве лошадей. И не просто лошадей, там просто не поголовья, а именно племенных лошадей. У меня лошади там по 50, по 70 тысяч долларов есть. Там
жеребята по $5000 продаются. Кроме этого, я очень много лет занимаюсь сельским хозяйством, тоже достаточно серьезное хозяйство, но там какую-то крупную роль играет именно коневодство, племенное коневодство. То есть на протяжении этих многих лет я, допустим, накопил достаточно капитала, чтобы обеспечить себя, свою семью. Членов партии, которые сейчас в парламенте, да, членов фракции, вы лично выбирали? Они входили по вашему согласию? Вы ознакомлены с их биографией? Кто они, что они? Ну, абсолютно вождизма в нашей партии нет. У нас есть политсовет партии, и, естественно, мы советовались по спискам, по кандидатам. Поэтому говорить о том, что я лично там принимал единоличное решение, это не соответствует действительности, потому что выбор — это все-таки компромисс. Кто-то может нравиться, кто-то может не нравиться, но это все, допустим, наш союзник по партии там приведет своего друга или там своего какого-то близкого человека, который ему нужен. Но для того, чтобы успех добиться в команде, мы, конечно, даем согласие коллективное. Ну, представьте, футбольная команда. Там могут и два врага играть, но в одной команде. Правильно или Да. нет? Ну, а личное взаимоотношение — это личное взаимоотношение. А это как бы не должно распространяться. Я хотела спросить у вас по поводу вашего одного члена фракции. Его зовут Урмат Самаев, или как по-другому называют, чемпион. Как он пришел в партию? Он мой земляк. Во-первых, он является жителем Чуйского района, как и я. Он активно занимается Кукбуру. Я был президентом Федерации Кукбуру, знаете, помните, да? Там 7 лет я руководил этой федерацией. Из этих соображений молодежь нашего Чуйского района, именно любители конных видов спорта, он, кстати, стал недавно президентом Федерации Аргамак, это конные скачки. Он тоже с самого раннего детства заниматься скачками, Кукбуру. И не просто занимался, а руководил командой, создавал команду по Кукбуру высшей лиги. И как бы я дал на усмотрение нашего района предоставить кандидатуру, и жителями, именно вот активной частью, в основном молодежью, была представлена кандидатура Самая Урмата. Потому что он был до этого депутатом Токмакского городского кеңеша от нашей партии. И у нас в Чуйском районе, у нас сложилось так, что все решается коллегиально. Многие вопросы, там, допустим, по списку местные кеңеши, там, по кандидату на занятие какой-то вакантной должности, мэр, там, төрага и другие вопросы, мы всегда советуемся. Там. У нас есть люди старше меня, младше меня, моего возраста. Мы всегда как бы коллегиальное решение принимаем. Этот вопрос был на всеобщем как бы обсуждении, и Коллегиально принято. коллегиальное решение, то есть по предложению именно жителей. Я хочу уточнить, как называется сейчас ваше крестьянское хозяйство? Раньше оно называлось Тынай-Ата. Тынай-Ата, Сейчас тоже так называется? Тынай-Агроплем. Вот тут у меня такая связь через Минюст появилась. Один из участников инцидента перестрелки в Токмаке является Кубанычбек Төлөбекович Кучкурбаев. Я специально называю его отчество. Төлөбекович. Төлөбекович. Отчество. Просто Да. вы сказали специально называю отчество, поэтому я сейчас Да. переспросил. Что я Он точно не является главой фермерского хозяйства Тынай-Агроплем. знаю. Это ваше хозяйство. Да. Его отец, скорее всего, это отец его, Төлөбек Умуралиевич Кучкурбаев, является руководителем охранного детективного агентства Тынай Security. Единственным учредителем которого является Урматбек Самаев. Не может быть же так, что вы и Урмат назвали свои предприятия одинаковым или названиями, ну, использовали слово Тынай, либо это какое-то популярное слово в Токмаке. Это не в Токмаке, это и на Иссыкуле, и Нарынской области очень популярно. Это Тынай. Прям это... так совпало. Нет, Интересно. это род. Тынай — это род. Тынай как раз это команда, которой руководил я. После меня я передал эту команду Самаеву Урмату, и он руководил этой командой.
Высшей лиги. И эта команда играла в высшей лиге по Кокбару. Мгм. То есть здесь никакого совпадения нет. Вообще вот дальше... А связь это Дальше того, что- Сынташ, вот послушайте, Сынташтан ары, вот дальше Сынташа, там Кочкор, Кемин, это все Танаэли доход, да? Танаэли доход, это вот именно регион. Там раньше проживали именно преимущественно люди племени Танай, рода Танай. Что Танаэль доход. И команда наша называлась Танай, которую я руководил, до меня другие ребята руководили, мне передали, потом я руководил, передал Самай Урмату. Поэтому здесь никакого совпадения нет. Это была одна Но команда. здесь связь между отцом и сыном. Сын участвует в перестрелке в Токмаке. Нет, ну, скорее всего, фирма-то названа Танай, и кто там учредителем был, я не знаю, но здесь, по-моему, это все логично. Урмат, еще раз повторю, он сегодня мой однопартиец. Он мой соратник по Токмаку, допустим. Ну, он был от нашей партии депутатом в Токмакском городском кеңеше. Куанышбек Кочкорбаев тоже является депутатом от нашей партии в Токмакском городском кеңеше нынешнего созыва. То есть, что здесь? Депутат Джордж Кенши Бакыт Жетигенов, имя которого тоже называли в связи с этой перестрелкой, да, опроверг свою какую-либо причастность к этой истории. Но он сказал, что там был конфликт между контрабандистами. И идут такие разговоры, что в данный момент в Чуйской области идет борьба между контрабандистами. Какое ваше мнение по этому поводу? Если Бакыт Жетигенов так говорит, он, я думаю, должен сказать обоснованно. Обоснованно сказать. Все-таки он депутат уже второй созыв парламента. Я, допустим, абсолютно не владею информацией. Мне это не интересно абсолютно. Вообще это вопрос, наверное, больше к правоохранительным органам. Если это передел там. Ну, просто обратите внимание, не только в Чуйской области, в Кыргызстане очень было много перестрелок с применением боевого оружия. Там людей убивали с пистолетов ТТ, там, с Макарова, с автоматов. Но никогда не было такой шумихи. А тут ребята с травматических пистолетов травматических. И тут такой шум. Куанышбека Кочкорбаева связывают там с Урматом Самаем, потом уже что за Урматом Самаем стою я. То есть, ну, все люди Чуйской области, кто меня хорошо знает, все абсолютно, у них полная информация, что я никогда контрабандой не занимался и не имею к этому никакого отношения. И я еще раз повторю, там перестрелка была с травматических пистолетов. Ну, разве это нормально, перестреливать с травматическим Нет, пистолетом? конечно, это ненормально, но такой шум подняли. Я говорю, когда людей убивали из автоматического оружия, с Калашникова, такого шума не было. А у меня возникает ощущение, что за этим что-то есть, поэтому... Здесь просто есть политика. Здесь надо было вот очернить депутатов парламента. Там есть, я просто не хочу сейчас с морально-этической точки зрения сейчас просто воспользоваться тем, что перед камерой говорить имена. То есть есть оппоненты, которым это было на руку и которые это начали раскручивать этот конфликт. Там на местном уровне, на токмакском уровне тоже есть там эти противоборствующие стороны оппонента. И им было это все на руку, потому что там вопрос там в местном кеңеше стоял по вопросу Төрага, легитимность избрания Төрага, потому что они были избраны еще в период Атамбаева. То есть в связи с изменившейся политической ситуацией какая-то часть меньшинства начали выражать недовольство, что, воспользовавшись административным ресурсом, они были избраны. И это такому инциденту просто это все было на руку кому-то. Здесь политика чистейшей воды. Какие у вас планы? Связаны ли они с вашей партией Кыргызстан? Какие у вас ожидания перед парламентскими выборами 2020 года? Ну, до выборов, я думаю, еще далеко. Я думаю, далеко. В связи с тем, что у меня был вынужденный перерыв в работе 9-месячной, много чего надо наверстать, очень такие грандиозные, амбициозные планы ставили перед собой. Конечно, все это выполнить невозможно, но надо постараться какую-то часть хотя бы выполнить. Но вы пойдете на выборы? Я думаю, пойду. Парламентские, с партией Кыргызстан. Вот сейчас в парламенте некоторые депутаты, может быть, многие, критикуют Алмазбека Атамбаева. При этом раньше они молчали, когда был Атамбаев
Чем отличается парламент при Атамбаеве и сегодняшний парламент? Свободы больше стало? Ну, свободы, наверное, стало больше. Наверное, стало больше. Ну, раз вы так сами замечаете, что раньше не критиковали Атамбаева, а сегодня критикуют. Ну, потому что Это он всё со не стороны президент же. сегодня. Ну, все большое видится на расстоянии. Как мы, внутри, находясь в парламенте, можем о себе говорить, что мы стали лучше или что парламент стал свободнее. Это вы со стороны должны говорить. Я думаю, оценку давать вам. Мгм. Народу и Вы журналистам. все-таки опытный политик, вы лидер фракции, привели целую партию с победой в парламент. Как вы оцениваете нынешнее состояние в Кыргызстане, работу правительства? Потому что парламент занимается критикой Атамбаева, правительства. Ну, они критикуют президента, да? Вы как оцениваете ситуацию в стране? Вообще, конечно, я тоже иногда критикую правительство, но стараюсь как бы все-таки воздерживаться, но приходится, не выдерживаю все-таки. Ну, 10 месяцев, 11 месяцев, по-моему, прошло с утверждения нового состава правительства. Все-таки это небольшой срок, чтобы абсолютно все наладить в стране. Тем более, когда внутренние какие-то большие политические конфронтации идут, Атамбаев это все-таки статус экс-президента. Это человек, который 7 лет, безусловно, абсолютно монополизировал всю власть в стране. И Узурпировал, да, говорят? узурпировал власть. Абсолютно. И сегодня он, находясь в оппозиции, естественно, он вносит свою очень большую лепту в дестабилизацию страны. Политическая какая-то неуверенность, она всегда дается на экономические какие-то факторы. Это инвесторы не идут в страну. Многие даже отечественные предприниматели боятся начинать какие-то крупные грандиозные проекты. Это все тормозит. Поэтому за 10 месяцев, я абсолютно в этом уверен и могу ответственно заявить, за 10-11 месяцев работу правительства наладить это невозможно. Оценивать это всегда легко. Мы можем критиковать, оценивать, говорить, что все плохо или там все хорошо, но абсолютно как бы радикально изменить ситуацию в стране невозможно. В небольшом хозяйстве за год, там, за 10 месяцев абсолютно на 180 градусов поменять ситуацию невозможно, не то что в стране. Поэтому я думаю, все-таки правительству надо дать время. Если все, какие планы они намечали, будут как бы идти к завершению, и потом уже оценить, надо давать оценку. А какова роль парламента в том, что Атамбаев узурпировал эту власть? Роль парламента, я думаю, что была очень большой, потому что все молчали. И сегодня никто не критикует, возможно, власть и тоже даст возможность узурпировать власть. Как вы думаете? Вообще, конечно, человеческая натура такая, что если там с какой-то части или с какой-то стороны не будет как бы оппонирующей какой-то силы, то мы теряем бдительность. И, естественно, парламент должен быть каким-то противовесом между ветвями власти, но, к сожалению, при Атамбаеве он эту роль не сыграл. Но парламентское строительство, только вот у нас второй созыв парламента по партийным спискам, я думаю, постепенно мы к этому придем. Теперь ситуация изменится? Я думаю, что позиция нынешнего президента сводится к тому, что усилить роль парламента. Ну, видим сейчас вот тоже на даже примере Армении, что все-таки парламентская демократия, она все-таки выигрышная. Потому что нет абсолютной какой-то власти у одного человека. И я думаю, нынешний действующий президент Сооронбай Шарипович, он все-таки нацелен на усиление роли парламента в государстве. Я думаю, это все-таки приведет именно к балансу между ветвями власти. Вы хотели бы стать премьер-министром?
Прям такого желания стать премьер-министром, если поверите, нет. Или президент? Ну, вы же баллотировались. Ну, баллотировался. А что это было? Это была попытка замерить свои силы, проверить свои амбиции. Это было... Что это было? Конечно, выиграть выборы было очень сложно, но это была бы именно та площадка, с которой я бы, наверное, обратился к народу Кыргызстана, обратил внимание кыргызстанцев именно на злободневные вопросы. Это была бы площадка с экрана центрального телевидения, там озвучить именно свои планы, видение строительства нашего государства. А там уже народ бы принял решение при голосовании. Поэтому мы хотим хороших, позитивных изменений в стране, и для этого не обязательно быть президентом, не обязательно быть премьер-министром. Будучи в парламенте, тоже можно хорошую лепту вносить именно в позитивные изменения в нашей стране. А там как судьба сложится. А так прям такого горячего желания, там, болезни стать премьер-министром или президентом нет. А о чем вы больше всего сожалели, будучи в СИЗО ГКНБ? Больше всего, наверное, сожалел, что я-то ладно, я мужчина и очень хладнокровный, потому что многие даже много лет работающие в СИЗО сотрудники сказали, да, можно позавидовать вашему хладнокровию, потому что и мои коллеги видели, то есть и вы, наверное, отслеживали, как я в суде там вел себя. Больше всего, наверное, сожалел, что я сделал больно для своей мамы, хотя мы старались скрывать от нее, и, наверное, месяца 4, даже больше, почти 5 месяцев она не знала, что я там нахожусь, она думала, что я за границей. Больно было моим родным, моей семье, супруге, детям, конечно, вот самое. А о том, что я там оказался, если поверить, я абсолютно не жалею, потому что я знал, что Кыргызстан, вот как говорят, ахилет прохсымбайт, мы боролись за правое дело. И видите, то, что я говорил, это все оказалось правдой. Самое ближайшее окружение Атамбаева сегодня находится там, где я провел. Мы с Божьей помощью, с помощью Аллаха, как бы легко отделались, а у них еще неизвестно, как все обернется, поэтому я им абсолютно не желаю плохого, не желаю там долгой отсидки, но я просто хочу, чтобы каждый у нас в стране знал, что за любые преступления рано или поздно придется отвечать. И тогда только мы поменяем свое общество. Мы поменяем свое отношение к исполнению своих служебных обязанностей. То есть наказание должно быть неотвратимым. По вашему мнению, Текебаев законно сидит? Я думаю, он сидит незаконно. Я думаю, незаконно. Я там не хочу вдаваться там именно там брал, не брал, но по моей как бы оценке, по моему как бы взгляду, абсолютно нет доказательств. Доказательств абсолютно нет, потому что там когда его посадили, если помните, я давал интервью, там даже Атамбаев был, я сказал, если кто-то сегодня заявит, что Атамбаев взял там 5 миллионов долларов, что надо от Атамбаева сажать, что ли? То есть нет факта пересечения денег через границу, нет свидетелей передачи. Он утверждает, что дал какому-то, он не утверждает, что Текебаеву дал, он дал кому-то, а тот умер. Даже если это дал тому-то человеку, тот, возможно, не передал дальше. То есть абсолютно дело бесперспективно, если так как юрист сказать, не имеет никаких перспектив. Но, видите, человек уже несколько лет сидит. По поводу вашей дочери, она очень активно выступала, когда вас задержали. Вы знаете, наблюдая за политиками, вот этими процессами, задержаниями, судебными процессами, я замечаю, что девочки, дочери, они сыновья, активно и публично защищают своих отцов, выступают по СМИ, да, общаются со СМИ, разговаривают. Вот почему именно женщины защищают? Прям так сходу ответить и трудно. Действительно, так получилось, что моя дочь, Бермет,
Она очень активно, отважно, самоотверженно как бы вступила в борьбу за отца. Но у меня есть и сыновья, они тоже, я думаю, не думаю, а знаю, что они тоже так же отверженно, самоотверженно, отважно боролись, но были менее публичны просто. Поэтому прям сказать, что только женщины прям отважно борются, по-моему, вот так будет высказано однозначно. Я думаю, и мужчины, просто мужчина, может, скромнее. Когда вы вернулись домой, вы заметили, как изменилась ваша семья вообще? Заметили, изменилась ли она? Резко повзрослели дети, конечно, резко повзрослели дети. Даже дочка, которая мне была на тот период 5 лет, ей все время как бы домашние говорили, что там папа в командировке, там она приходила ко мне на свидание, и мы делали все так, что я прилетел, улечу. Но она даже ребенок, которому 5 лет, она делала вид, оказывается, что не понимает. Потому что один раз мне говорит, прям на свидании, говорит, папа, говорит, а там ребята уже пришли меня забирать. Она говорит, папа, когда я вырасту, говорит, я их всех, говорит, в тюрьму посажу. И мы, говорит, удивились, говорят, кого мы обманываем? А в чем самый главный секрет власти для вас? В принципиальных позициях, наверное, скорее всего. Я думаю, то, что, конечно, я, как любой живой человек, имею очень много недостатков, но близкие всегда, знают, что если я дал слово, то я, по крайней мере, постараюсь его сдержать. И, то есть, это есть один из тоже факторов принципиальности, принципиальных позиций. И в политике это немаловажно. Да, говорят, что политики не имеют там постоянных друзей или постоянных врагов, а есть общий интерес, но есть принципы. И согласно им есть все-таки уровень доверия. Потому что все, как бы, прежде чем идти с кем-то на выборы, там, в команде, они смотрят на лидеров, и стоит ли с ними идти, не подведут ли они там. Поэтому это немаловажный фактор принципиальной позиции в политике.